Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 19 июня. Это у нас понедельник. Мы смотрим с вами все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. Овны, 19 июня, понедельник. События дня. Сразу же первое событие, новость. Маску нельзя. Тайное свидание. Мешочек нельзя. Так. Сердце нельзя. Верность. Успех. Дорога. Корона. Общение с представителем закона власти. Солнышко, радость. Еще могла быть подкова. Удача. Но я увидела солнце первое. Горизонтали, вертикали нет. Значит, у вас получается в этот день новость вы получите. Может быть тайная встреча, гармоничные отношения, успех, дорога, общение с каким-то влиятельным важным человеком и радость вечером. Ну, вот такие события для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Смотрим тельцы. 19 июня. Понедельник. События для тельцов покажите. Яблоко, слезы. Солнце нельзя. Обман. Вот могут быть из-за чего слез, да, то есть маски срываются с других людей. Ну и тут же еще и змея. Да, то есть это может быть одна история. Человек что-то скажет неприятное, да, то есть, возможно, таким образом откроется его истинное лицо. Казенный дом, госучреждение, кстати, это может быть в госучреждении. Еще могут проиграться как больница и врач. Неприятность, да, видите? Ну, это она и есть, скорее всего, вот этот обман. Конверт нельзя. Исполнение желания в этот день. И событие, которое повторяется каждый месяц, еще может быть. Так, смотрим с вами горизонтали, вертикали. Конфликт. Подарок нельзя.
колодец нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, у вас, конечно, тут очень много предупреждений, да, то есть у вас и обман, и слезы, предупреждения, и неприятность, конфликт. Возможно, это вообще все одна история, да, то есть я не знаю, как проиграется. Неприятность, конфликт, общение со змеей, также посещение госучреждения, событие, которое повторяется, возможно, вот каждый месяц вы ходите, да, в какой-то казенный дом. И вот один единственный плюсик у вас здесь — это исполнение желания, да, то есть за все ваши мучения, да, то есть вечером может исполниться какое-то желание. Так что, тельцы, вот такое для вас предупреждение на понедельник. Для вас день такой непростой будет. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. июня, понедельник, события дня. Будильник. Будильник показывает, что у вас в этот день может быть, например, какая-то встреча на определенное время, или куда-то нужно попасть. Еще может показывать важную дату. Метла, ссора или наведение порядков. Иногда забываю говорить. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Ну или через какой-то цикл определенный. Выбор сложный. Дорога. Болезнь, плохое самочувствие. Опять же, то есть Луна может показывать, то есть это какая-то болезнь, которая постоянно, да, то есть появляется, пропадает, появляется, пропадает. Так, горизонтали нет, вертикали проверяем. Нет, 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 нет. Есть по вертикали лебедь, верность еще. Значит, смотрим, что у вас получается. У вас будильник показывает, что в этот день куда-то нужно будет попасть в определенное время, и вы можете опаздывать. Да, то есть для вас такая подсказка. Правильно рассчитывать время. Может быть ссора с кем-то, сложный выбор, дорога, повторяющее событие, плохое самочувствие и гармоничные отношения в паре в этот день. Может быть, даже какое-то событие в паре. Может быть, найдете пару, если ее нет. Да, то есть вот находите своего лебедя, да, так сказать. Так что вот такие события для вас. Ну, есть парочка предупреждений тоже. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к ракам. Июня. События дня для раков. Лебедь. Первое событие. Верность, любовь. Дорога.
радость, метлу нельзя было, конфликт, казенный дом, госучреждение, может быть конфликт в госучреждении. Да, смотрите, еще и печаль есть. Да, то есть вы будете очень расстроены. У вас тут и печаль, и радость в этот день. Чего только нет. Любовь. Два сердца по горизонтали. Так, здесь письмо еще есть по вертикали. Письмо — это получение. Возможно, вот что-то будете получать в госучреждении в этот день. Угу. Здесь нет. Значит, смотрим. У вас получается все точно хорошо в личной жизни. Верность и любовь. Дальше поездка, хорошее настроение. Посещение госучреждения, получение чего-то, да, то есть это все плюсы. А минус получается конфликт с кем-то острый и разочарование, печаль. Ну, я думаю, уже впоследствии, да, после этого конфликта. Поэтому вот, если не хотите себе испортить такой прекрасный день, тогда постарайтесь ни с кем не поругаться. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Львы, 19 июня. Понедельник. События для львов. Будильник выпадает первым, причем с утра будет какая-то проблема с временем. Вы можете куда-то не успеть, опоздать. Корона вот еще и выпадает, да, то есть общение с представителем закона власти. Возможно, вот вы едете на встречу с каким-то важным человеком, да, то есть и не успеете. Или из-за этого человека будет проблема со временем. Тут как угодно может проиграться. Ключ. Все в ваших руках, видите? Дом. Дом показывает событие, мероприятие какое-то в этот день. Праздник. Ножницы нельзя. Приглашение. То есть вы можете получить приглашение на какое-то событие. Кстати, вот тоже может быть на определенное время. Позовут вас куда-то. Подарочек тоже. Вот видите, пойдете, наверное, с подарком. Маска, обман. Якорь нельзя. Конфликт тоже. Только тут надо мне передвинуть. Причем конфликт ложится рядом с короной. Да, то есть может быть конфликт с этим человеком. И здесь нет. Так, значит, у вас получается в этот день события показали острый конфликт с кем-то, обман, да, то есть это вот последние события,
выпали со знаком минус. Первые все хорошие были, последние со знаком минус, начинаем с них. Конфликт, обман. Дальше проблема со временем, общение с каким-то влиятельным человеком. Ключик показывает открытые двери, возможности, интересные предложения, приглашение, события, подарок. Ну вот, видите, парочка, да, то есть хороших, ну и одно событие со знаком минус. Ну, я думаю, что они вместе проиграются, обман и конфликт. Скорее всего, что вас обманут, да, то есть вы будете возмущены этим. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Смотрим, что у дев. Девятнадцатое июня. Девы, понедельник. Победа вас ждет в понедельник. Гости. События. Ну, событие, праздник, мероприятие какое-то. Да, то есть это как раз с гостями вместе проиграется. Верность. Верность может показывать, что, допустим, вы пойдете туда с любимым человеком. Или еще, знаете, как бывает, верность — это событие у нас в паре, допустим, там день свадьбы, да, то есть годовщина какая-нибудь. И мы приглашаем, да, то есть гостей, и события у нас. То есть может и так быть, и так может проиграться. Удача. Удача, везение. Так, здесь смотрим. Нет, нет. Любовь. Кстати, вот цыпленка здесь нельзя было. И конвертик еще, получение. Что-то вы еще и получите в понедельник. Значит, смотрим. У вас получается в этот день победа. У вас может быть какое-то событие, гости, удача, везение, гармоничные отношения в паре, любовь. Да, то есть тут прям вот все хорошо. Еще и какое-то получение в этот день. Может быть новость, может быть посылка, может быть, не знаю, там деньги, документ какой-то, все что угодно. Но чаще всего что-то бумажное. То есть идет. Ну, либо, да, как у нас сейчас письма у нас теперь приходят электронные, да, то есть они бумажные. Поэтому электронное письмо. Так что делаем. Прекрасный день, понедельник. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я для вас уже оставила внизу под этим видео в описании. Жду вас во второй части.